собрались с вами сегодня здесь на семинаре, который называется у нас «Курдские национальные традиции и современность». Проходит он в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». А его организаторы и сегодня наши почетные гости – это член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, член комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи Патиев Фархат Абдурахманович. Давайте подарим ему аплодисменты. Мы с гордостью его сегодня представляем здесь, потому что он выпускник еще нашей школы первой. Ну, а также студенты российских образовательных учреждений и представители Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации. Давайте тоже аплодисменты подарим. Я предоставляю слово им. Будут какие-то вопросы задавать, не стесняйтесь, и призываю вас, будьте активными участниками этого семинара. Это не просто лекция, так что участвуйте. Спасибо большое. Мы от имени ФНК Курдов России выражаем благодарность руководству и, в частности, всему кадровому составу этой школы за предоставление возможности по проведению такого мероприятия в школе, выпускником которой я являюсь. Я закончил эту школу в 1999 году. И у меня только положительное впечатление о том, что происходило за те годы, пока я учился здесь. Асан Райхан, моя помощница, студентка из Мичуринска. Она сегодня будет мне помогать. Я хотел узнать, как вы вообще воспринимаете те или иные слова или термины, что они для вас значат и как вы их понимаете. И первое слово, которое я хотел бы у вас узнать, это слово «дружба». Как вы воспринимаете слово «дружба»? Что для вас такое дружба? Кто такой друг или подруга? Каким смысловым значением вы его наполняете? Меня зовут Пикунов Егор. По-моему, дружба – это очень крепкие взаимоотношения, неважно между мужчиной и мужчиной или между мужчиной и женщиной, при которых… А женщина и женщина? Да, конечно, женщина и женщина, при которых существует очень четкое взаимопонимание, взаимовыручка, потому что друг, он всегда будет рядом, если это настоящий друг. Поэтому для меня дружба – это очень крепкие и теплые отношения. Хорошо. Спасибо. Меня зовут Мария. Я согласна с Егором, что дружба – это, во-первых, доверительные крепкие отношения между людьми, в которых присутствует глубокая связь между ними, а друг – это человек, с которым ты остаешься в крепких долгосрочных отношениях и делишь с ним и печальные, и радостные моменты, не бросать друг друга. Наверное, Отлично. Так, сейчас сменим тему. Кто из вас в жизни хоть раз говорил, что я никому ничего не должен? Поднимите руку только честно. Кто вот хоть раз в жизни говорил, что я никому ничего не должен? Ну, в порыве разных эмоций можно было. Да, пожалуйста. Кто так говорил? Расскажите свою историю, когда вам пришлось это сказать, в каком случае? Меня зовут Соня. Наверное, в споре с кем-то я могла сказать, или когда… в споре, скорее всего, с кем-то. Какое отношение могло вызвать у вас такую позицию? Когда от меня что-то требуют, я считаю, что я не должна этого делать, и, может быть, даже заставляют меня что-то делать, я считаю, что не должна. Когда вас пытались заставить что-то сделать, да? Да. Так. Хорошо. Меня зовут Максим. Я считаю, что долг – это некая обязанность перед кем-то или перед чем-то. Например, у каждого из нас есть обязательства, например, перед родителями, перед друзьями. Я считаю, что свои обязательства и долги нужно выполнять. Хорошо, спасибо, Максим. Представьте, вас много, и у вас у каждого свое описание термина «дружба». И когда вы с друг другом дружите, вы-то думаете, что другой человек также относится, также воспринимает термин «дружба», но на самом деле нет. И тогда ваша дружба и его дружба, и ее дружба, она будет разная. Почему? Потому что каждый из вас вложил свое какое-то понимание дружбы. Если у кого-то оно будет искаженным, значит его дружба тоже будет немного искаженной с точки зрения второго человека, который воспринимает эту дружбу совсем по-другому. То же самое и долг. И вообще любой другой термин. Слова очень важны.
то, как мы ими наполняем, каким смыслом мы их наполняем, это очень важно, потому что очень часто кризисы вот во взрослой жизни, кризисы, конфликты на работе, в партнерских отношениях, взаимодействие с другими людьми, я встречал тысячи и тысячи разных людей, они возникают во многом из-за того, что каждый человек по-своему воспринимает тот или иной термин или то или иное отношение. Я и моя помощница будем рассказывать вам какие-то курсовые традиции, но потом мы будем задавать вам вопросы. Мы проведем викторину. Кто из вас правильно ответит, мы будем награждать их подарками от Федерального национального культурного фонда. Договорились, но постарайтесь быть активными. Итак, первая тема. С 9 классом мы ее не рассматривали. Посмотрим видеоролик «Курдская свадьба». Смотрим внимательно и стараемся запомнить максимальное количество информации. В традиции курдов семейный обряд, оформляющий создание новой семьи, олицетворяет собой величайшее таинство рода. С давних пор приверженность обычаям регламентировала все сферы жизни курдского народа. Хранительницей традиций испокон веков была именно женщина. Она – сердце семьи, духовно-нравственный стержень рода и всего общества. Один из самых красочных и эффектных обрядов, предшествующих дню свадьбы, носит столь же красивое название, что и сама церемония – Ночь Хны. Этот ритуал проводится за несколько дней до свадьбы или за день до свадьбы. Он символизирует прощание невесты с родительским домом. Мы посмотрели с вами видеоролик. Сейчас мне нужны будут 5 экспертов, 5 смельчаков, которые ответят на поставленные вопросы. Первый вопрос. Скажите, кому жених, то есть еще не жених, юноша, говорит о своем, понятно, вы были первые, но вы поняли, да, что я хотел сказать? Сестре. Сестре, правильно. То есть он говорит о своем желании, и вот ему понравилась такая-то девушка, он с ней поговорил, и все вроде хорошо, он оповещает сестру. Для чего? Для того, чтобы она передала. Передала родителям, да. Парень напрямую родителям не говорит. Что бросают на голову невесте? Яблоки. Сколько? 3. 3, правильно. Дальше. Как называется обряд перед свадьбой? 9 ночей. Ночь Хны, правильно, шаг вперед. Чуть-чуть не успел. Что должна сделать невеста у порога дома, когда ее приводят? Растоптать одной ногой. Растоптать? Разбить тарелку. Разбить тарелку. Правильно, награждаем ее. Похлопать ее. Похлопаем. А вам двоим за мужество такой подарок, да, присаживайтесь. Кто же такие курды? Курды – это один из древнейших народов мира, историческая родина которых расположена в Северной Месопотамии и Восточной Анатолии, между реками Тигр и Ефрат. В мире курдов насчитывается более 50 миллионов. Курды говорят на 7 диалектах. У курдов исконная курдская традиция – мужчина и женщина равны. У курдов несколько религий. В основном большинство курдов исповедуют ислам. Но исконная вера курдов – это зороастризм, поклонение солнцу. Курды зороастризма сохранились до сих пор. Курдский национальный танец называется гуранга. Средствами хореографии он повествует исторические сюжеты боевик о сражениях для отважных героев, воспевает силу любви и красоту традиций, раскрывает духовность и национальные ценности народа. По сути, это рассказ, в котором движение заменяет слова. Существует более 400 видов гуранга. Каждый танец обладает яркой индивидуальностью. По исполнительскому составу почти все виды гуранга – это групповые танцы. Его идея состоит в коллективном эмоциональном самовыражении. Лучшим гувендом считается тот, в котором танцоры не выделяются, поскольку оценивается целостность гувенда. Есть лишь одно исключение. Относительная свобода действий предоставляется первому и последнему танцору. Историческая родина курдов где расположена? Кто может сказать? Между Тигром и Ефратом. Так, то есть это Северная Месопотамия и Восточная Анатолия. Пожалуйста, спасибо. По данным Федеральной автономии курдов в России сколько курдов? 300 тысяч. 300 тысяч, правильно. 300 тысяч. Что бьют по голове женихов во время свадьбы? Чем бьют? Кто еще не отвечал? Кто еще не отвечал? Пожалуйста. Подушкой бьют по голове, да, правильно. На чем едет невеста домой к жениху? На коне. На коне, правильно. Сколько в России народов? Минимальное число какое? 148? Нет?
198. Ну, по последней как-то так говорится, но официально нам министр говорит более 190 подарков. Более 190 народов. Мы с вами завершаем мероприятие. У меня будет просьба к вам. Мы сейчас сделаем коллективное фото. Большое спасибо за то, что вы проявили активность сегодня, слушали очень внимательно. И до новых встреч, большой жизни. До свидания.